Лидеры России. Политика – это конкурс для будущих депутатов. Возраст участников от 21 до 55 лет. Первый этап прошел в режиме онлайн. Видеопредставления, тестовые задания, вопросы от экспертов и многое другое. Из Чеченской Республики в полуфинал смогли пройти 2 человека. Я надеюсь, что участие в данном конкурсе мне даст возможность повысить свой уровень знания, повысить лидерские качества, познакомиться с такими же единомышленниками и соратниками, которые в дальнейшем я готов объединить вокруг себя. Хасан Габазов – выпускник Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Сейчас он занимается предпринимательством. В будущем хочет помогать молодежи начать свое дело, также информировать предпринимателей о всех видах государственной поддержки. Также Хасан занимается благотворительностью. В условиях пандемии он развозит продукты питания нуждающимся. Хасан Исаевич является активным нашим членом регионального отделения. И в рамках той активной своей предпринимательской работы проводит очень серьезную работу по популяризации предпринимательства в Чеченской Республике. Хасан, вне всякого сомнения, является очень достойным молодым человеком в этом конкурсе. Я надеюсь, что жители нашей республики и вообще, жители нашей страны поддержат его. Второй полуфиналист от Чеченской Республики Исраил Тамаев, специалист в области инвестиций. Возглавляет департамент в Министерстве экономического и территориального развития. Молодой человек хочет попробовать себя в политике. Участие в конкурсе станет хорошим началом, уверен парень. Я уже участвовал в основном конкурсе «Лидеры России». Удалось выйти в финал и показать довольно-таки неплохие итоги. Сейчас я захотел участвовать именно потому, что это новый конкурс, он запускается только в этом году, и у него есть четкая специализация, это политика. Так как эта специализация мне близка, я захотел поучаствовать и испытать свои силы, на что я способен. Исраил является победителем грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи. Создал и развивает первую в республике мультипликационную студию. Коллеги уверены, что у него есть все шансы на победу. У него очень много новых идей, очень много задумок в сфере развития нашей деятельности, нашей работы. Очень такой креативный, очень активный лидер. И вот то, что сейчас он участвует в этом конкурсе, мы очень рады, желаем ему удачи, успехов и надеемся, что он займет достойное место в этом конкурсе. Следующий этап конкурса и сам финал обещают быть сложными. Жюри выберут от 70 до 80 человек. Для них будет организовано обучение в Высшей школе государственного управления. Под наставничеством депутатов Госдумы и лидеров фракций они получат необходимый уровень профессионализма и дальше сами смогут претендовать на место в законодательных органах страны. Шамиль Эрсенбиев, Имран Абазаев, Аслан Лисхаев. Неделя.